Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Культура Башкортостана». И я представляю наших сегодняшних гостей. Это Башкирский государственный театр кукол, руководитель литературного отдела Башкирского государственного театра кукол Диана Гараева и народный артист Российской Федерации Республики Башкортостан Айрат Акрамович Ахметшин. Здравствуйте! Здравствуйте, Айгуль. Предстоит большое событие для театра кукол, долгожданное. Наверное, какой-то некая боязнь все равно есть того, что будет, но тем не менее оно долгожданное. 90 лет, правильно? 90-й сезон, юбилейный, и вот, наконец-то, будет ремонт, реконструкция здания. Но хотелось бы начать с истории. Айрат Акрамович, вы были тем, кто первым зашел в то здание театра кукол, которое сейчас есть. Как все было, как все начиналось? Начиналось в далеком 1932 году. Ну, конечно, меня тогда еще не было. Со дня образования театра. Да. Просто хочу сказать, чтобы многие знали, что наш театр кукол, он со дня основания первый среди национальных республик Российской Федерации. Для тех, кто не знает, это национальные республики: Татарская автономная республика, Чувашская, Марийская и так далее, и так далее. Вот мы среди этих всех республик первые со дня образования были. И в десятку со дня образования во всей Российской Федерации. Поэтому наш театр вот и имеет такой большой возраст. Кстати, театр Образцова официально открылся в 1931 году. А в 1932 театр кукол, вот наш, Уфимский, Башкирский государственный. Ну и очень много было творческих всевозможных экспериментов. Можно сказать, что наш театр кукол был основоположником, наверное, многих историй. Ну, это, конечно, во-первых, он сначала базировался, Дом творчества назывался, или клуб, где сейчас оперный театр находится. Дом? Аксаковский дом культуры, да. Вот, в 1932 году они первый спектакль сыграли. Наша первая труппа. Вот, башкирская труппа там была, несколько человек, и русская. Начинался со спектакля «Колобок». Это там на втором этаже вот, оперного театра, где сейчас там буфеты располагаются. Вот. И потом некоторое время он, значит, разъезжал по разным точкам Уфы, Башкирии. А вот уже в 1946-47 годах он получил свое конкретное уже помещение в том же театре, только тогда он уже стал называться Театр оперы и балета с 1938 года, в подвальном помещении. Там было очень помещение хорошо сделано, как сказка. Ну, театр кукол. Я сам, когда, будучи школьником, туда приходил, мы с классом туда приходили, там была своя сцена, своя капитальная ширма, зрительный зал на 200 мест, раздевалка, туалет. Представляете, все в подвале оперного театра. Вот. И там, значит, в зале, что меня удивляло, подвал же вроде, а там, значит, люстра висит, но люстра, она была не такая, в смысле, ну, высокая, она была большая, но широкая, потому что все-таки подвал не разрешал такой, объем такой люстры иметь. И там еще располагался ВТО рядом с нами прям. Дверь в зрительный зал была, и большая дубовая дверь ВТО, Всероссийское театральное общество. Там тоже был свой зрительный зал небольшой, своя небольшая сцена. Вот, и я вот это все помню. Я как раз поступил на работу в 1966 году. Этот театр там располагался. Вот. И до 67 года, год, когда я проработал, мы потом в 67 году переехали наверх, где гостиница «Агидель», во двор туда переехали. Там раньше располагался кинотеатр «Октябрь». Малый зал был во дворе. И вот когда театр «Октябрь» уже куда-то переехал, и, по-моему, даже вообще не стало. Вот. И там вот театр кукол стал. Значит, в малом зале кинотеатра, значит, там у нас цеха были, туда-сюда. А где сейчас Сбербанк, там наш небольшой зрительный зал был. В общем, это была наша база, где мы репетировали, где мы собирались, а спектакли играли все равно по выездам, по домам культуры, по гастролям, по районам, так далее, и тому подобное. И вот начинался строить кукольный театр. У нас уже театр расширялся, спектакли стали большие, их много. И вот, значит, в 1976 году наконец-то нам построили вот новое здание, ну, по тем временам новое, на проспекте Октября, 158, где мы туда переехали. И где мы показали первый спектакль для взрослых, божественной комедии. Первые два спектакля мы показали для строителей, которые строили нам театр. Вот. Они все были в восторге. А потом началось вот, значит, нашествие зрителей, где на этот спектакль не было возможности быстренько достать билеты. Там за месяц, за полтора. Значит, вот. Ну и началась наша вот такая творческий подъем. Спектакли для взрослых. «Через чертовы мельницы», «Белый пароход», «Не бросай огонь», «Прометей».
Ну и наряду с этим детские спектакли шли очень хорошие. Вот. Но прошло время, фестивали стали у нас проходить. И те, которые приезжали к нам с других городов, с других республик, как участники фестиваля, они завидовали нашему зданию, потому что отдельных театров кукол не было в то время. Редко, за исключением, только в больших городах, в том числе там в столице, в Петербурге и так далее. И вот многие завидовали. Но прошло, видите, много времени, и теперь наш театр нам стал мал, помещения стало не хватать, потому что у нас очень много спектаклей, цехов, понимаете, где изготовляют куклы, декорации, шьют костюмы. А их же надо где-то хранить, помещений не хватает, и нам стало места не хватать. И поэтому возникла такая вот проблема, чтобы расширить театр и, может быть, даже построить где-то рядышком новые помещения, оставляя в то же время старые, чтобы его немножко внутри реконструировать, заменить, освежить, аппаратуру поставить, буфет сделать. И мечта наша... Музей. Чтобы вот в новом помещении обязательно было место для музея, потому что у нас очень славная и богатая история. Конечно. И мы ее, к сожалению, храним в коробках туда-сюда. А история – это же и куклы, и элементы декораций, фотографии, Афиши, понимаете, книги, афиши. буклеты. Вот эти отзывы о наших прежних артистах, о тех артистах, которые в период Великой Отечественной войны принимали участие, выезжали на фронт, на Карельский, понимаете, концерты давали, вдохновляли, значит, наших бойцов на... так сказать, ратный подвиг, на ратные пути, потому что они окунулись в детство, понимаете, что... И думают, ага, я тут на фронте, у меня там семья, у меня там дети. И вот они еще с подъемом, чтобы сохранить жизни своих детей, других детей, нашего народа, значит, бросались, так сказать, в бой, защищали нашу Родину. Это замечательно, на самом деле, что возникла такая необходимость расшириться. Диана, будет ли, ну, наверное, еще рано спрашивать об этом, соблюдена эта благородная традиция, и будут ли приглашены на первый спектакль строители, которые будут заниматься реконструкцией театра? Конечно, об этом еще очень рано говорить. Рано думать, но сейчас есть планы, есть задачи, которые необходимо решить. Наверное, когда все начнется, когда театр кукол уже покинет это здание, какой сейчас процесс, да, когда начнется и когда, скорее всего, это закончится, потому что чем быстрее начнется, тем, наверное, скорее все-таки будет новое здание. Проект нового здания, он должен быть готов, новое здание должно быть готово к юбилею города Уфы, к 450-летию. Вот. И очень символично для нас, что именно в год юбилея театра, когда нам исполнилось 90 лет, у нас начнется эта реконструкция. 5 февраля 2022 года нам исполняется 90 лет. И надеемся, что уже к этому времени будут проводиться какие-то первые работы. Потому что работы должны уже начаться в этом году. В феврале мы, к сожалению, работать не сможем, потому что мы будем заняты переездом. В марте мы начнем работать на новых площадках. Это будет площадка, это будет малый зал Башкирского театра оперы и балета и Уфимская филармония, где нас любезно принимают, и где мы будем пока работать. Где-то же, вот самый, наверное, важный вопрос, где будут размещаться цеха, где будут храниться все декорации, куклы, как с этим? Пока этот вопрос решается, надеемся, что в скором времени он будет решен. Самое главное, чтобы было где работать актерам, чтобы у зрителей была возможность посетить наши спектакли. Это самое главное. Поэтому у нас уже душа спокойна, что директора театра оперы и балета и Уфимской филармонии нас приняли. Поэтому в ближайшие месяцы нам будет где поработать. Имеется в виду детская филармония. Детская филармония. Детская филармония, которая рядом с универмагом РТИ. Уфа, на проспекте Октября. Не так далеко, собственно. Все на проспекте Октября. И театр оперы и балет, ну, родной дом для театра кукол. Спектакли, да. спектакли театра кукол, они разную специфику имеют. Какие-то есть шармовые спектакли, есть спектакли с ростовыми куклами. И поэтому для каждого спектакля своя площадка нужна. Допустим, шармовые спектакли нельзя будет хорошо увидеть со сцены театра оперы и балет с малого зала. Потому что там зрительный зал, сиденье расположено амфитеатром, вот так, вверх, как в цирке. И поэтому они сверху будут смотреть на головы артистов, если за ширмой, и поэтому там спектакли надо играть. И все волшебство пропадет. Да, сказочность, волшебство, вот это пропадает, когда вообще кукла, и видно живого артиста или предмет, рука там сверкнет, или голова уже как-то иллюзия теряется. Поэтому есть спектакли, которые в открытой форме. Артистов видно живьем, и где они управляют куклами.
Вообще, конечно, я с самого первого момента, как вы зашли в студию, как вы бережно держите в руках куклы свои, они правда живые, для вас они живые. Расскажите, пожалуйста, об истории. Кто у вас в руках? В руках, ну, давайте Молчу. начну вот с этого, потому что вот этот, наверное, все-таки он как бы... Держи, пожалуйста, Диана. Это уже более, так сказать, современное. Раньше таких пока не делали, когда я в театр пришел. Это, наверное, ровесник театра, вот эта кукла. Да вы наверное, что? да, потому что когда я мальчишкой попал в театр, вот, но мне все было интересно. Во всех углах я побывал, там заглядывал, там где-то шарился. 16 где-то лет было, это такая Мне мальчик. было 16 лет. И вот я многие другие там куколки, и одну из нашедших вот эту нашел. Ну, естественно, с мятой была, все такая, понимаете, она мята, там где-то грязная была. Но это не грязь, конечно, это смола, что ли, что-то такое. Ну, я попросил там работников цехов, они мне ее отреставрировали, выровняли. Вот тут была натуральная шерсть, сейчас искусственную сделали. Но это уже... Натуральная шерсть была. Ну, а как же, да. Вот видите, она, если вот тут близко наведут, вот как раньше делали, видите, какие, вот, смотрите, она, глаза настоящие, все, Да, понимаете, да. вот она, вот. Вот. Это вот называется перчаточная кукла, потому что на руку ее одеваешь как перчатку. Вот. Пальцы, ну, ноги в них ходят, вот руки ходят, вот ноги, видите, она как вот она, сядет, вот она сидит, вот она разговаривает, смотрите как, вот, здравствуйте, я опять на телевидении. Вот, кстати, заодно хочу сказать вам, да, некоторые, когда куклу в руках берут, кукла же это наш инструмент, понимаете, и работать надо через куклу. Вот вы заметили, я на вас взгляд бросаю, а смотрю на куклу. Вот как рот открывается, это я же управляю на расстоянии через нее, пропустив через себя. Поэтому надо работать через куклу. Но этого мало кто знает. Этому трудно научиться и трудно объяснить. Объяснить можно, но чтобы так делать, нужно понять самому и открыть в себе это состояние. Вот могу даже... Некоторые, видите, рот вот так открывает. Вот. Здравствуйте, я к вам пришел. Да-да-да, видите, 3 слова, а рот открывается 10 раз. А надо открывать вот так. Я играю на гармошке, у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. Видите? А другие вот как я играю на гармошке. Ну, видите как? Разница То в есть чем? артикуляция должна совпадать с артикуляцией мастера. Мастера, да, даже не то, что, а просто я ей управляю, глядя на нее со стороны, но пропустив через себя. Но это состояние трудно объяснить. Это надо актер, который хочет научиться вот так вот, допустим, да, он должен это понять и через себя пропустить. Тогда только он так сделает. Я могу вот сейчас по-другому сделать, у меня уже так, не, может быть, и не получится рот, вот как первый раз. Может, немножко по-другому, потому что это вот сиюсекундное переживание, понимаете? Вот. Видите? А сейчас бы смеялись, это мы же в жизни так не смеемся, рот же у нас вот так не работает. Ну да. Поэтому говорят, как же кукла у вас как живая. Правильно, потому что я к ней отношусь как к живому существу. Но секрет-то в чем и нюанс? Я же ей управляю. Я же на нее со стороны. А как это получается? Я ее управляю, я ее не вижу, я же со стороны, я ее управляю. Как это объяснить? Это надо понять. Понимаете, что? Ну, я сам не понимаю, но у меня это получается. Вот так. Застеснялся, видите? Вот так. Но вот это перчаточная. Это очень, конечно, трудная кукла, потому что дергать ей нельзя, ей надо управлять. Чем жесты, так сказать, скупее, тем они выразительнее. Понимаете? А сейчас есть в без болта. репертуаре постановки с перчаточными куклами? Нет? Они есть, только они немножко по-другому сделаны. Они уже более современные. Там голова, вот патока, вот как там потом я убрали, я покажу потом вот там. Ну, потом уже. Хорошо. Другой раз. А это вот тростевая кукла. Это у нас из спектакля, ну, его лет 15 тому поставили, 20 тому назад приказчик. Потому что каждая кукла, она же делается как в характере образа художник. Он сначала пьесу читает, потом с режиссером они придумывают, художник в эскизах. Как видит он этот образ, он этот рисует. И потом они согласовывают с режиссером. Но для этого надо знать, так сказать, ну, всю роль. Ну, взгляд у него, все конечно, роли. Выразительно, А это у него, да, он, видите, какой? Он с этой стороны вот так, с этой стороны он прищуренный. Поэтому это вот образ, характер
на лице. И надо исходить из характера. Вот, понимаете, что? Вот он, это приказчик. Почему у него руки вот такие, кулаки? Потому что он зуботычины давал всем. Вот. Я тебе когда почему-то, мастер Данила, когда сделаешь эту самую вазу он делал там. Вот это приказчик. Ходил там и все проверял. Я тебе сейчас. Вот он. Видите, какой? И рот тоже у него сделали. Потому что я должен был его играть. И, естественно, я прошу кукол, когда не делают. Я сам слежу, когда куклу начинают делать. Я прихожу в цех, смотрю, чтобы там они делали, как мне удобно, чтобы она выразительной была, чтобы и рот работал. Вот так вот. Да, видите, я же не говорю вот так, чтобы рот работал. Вот так вот. Нет. Чтобы нужно даже один раз на предложение открыть рот. Чтобы рот работал. Вот так вот. А сейчас я вам спою. Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил, и все бендюжники высытовали. Эх, когда в пивную он входил. Спасибо. Это, конечно, магия. Действительно магия. Вот сейчас я второй раз буду это делать, у меня совершенно по-другому получится. Может быть, даже лучше, может, чуть-чуть похуже, понимаете? Потому что это сиюсекундные вот и воплощения. Видите, я теперь воплощался, мне же тяжело стало. Поэтому для этого всего, для этой магии, для этого мира, конечно же, необходимо правильное и важное пространство, потому что в первую очередь именно с вас начинается история любви к театральному Да, искусству. совершенно верно. Мне Мы кажется, начинаем. именно с Правильно, театра с правильно, кукол. да. Первый театр, куда приходят дети, это этот театр. От нас зависит, полюбит ли человек в будущем театр, полюбит ли в будущем искусство. Конечно. На нас ответственность большая. Конечно. И не зря же был придуман театр юного зрителя. Сначала в театр кукол идут, потом они идут в театр юного зрителя, где смотреть уже репертуар для школьников, а потом они идут уже в драматический там театр, а потом идут уже оперы и балеты, и пошло, правильно вы говорите? А вы знаете, а потом они вновь возвращаются в театр Да, уже с со внуками, с своими детьми. детьми. И мне кажется, мы, взрослые, иной Да. раз переживаем больше чувств и эмоций. По крайней мере, вот приходя в театр кукол, я всегда вспоминаю свое детство. И переживаем все эти эмоции вновь, мне кажется, с большей силой, с большей какой-то отдачей для А мы очень актера. часто передаем привет родителям в спектаклях и какие-то шуточки, понятные только взрослым, используем. И это всегда очень интересно. Родители с удовольствием смотрят наши спектакли вместе с детьми. И еще один вопрос. У вас есть потрясающие проекты для самых маленьких, практически Да, там с такой годовалого проект. возраста, да, Куку Project. Будет ли действовать этот проект на период реконструкции и ремонта? Мы, конечно же, надеемся, что будет действовать в зависимости от того, насколько параметры площадки подойдут для этого проекта, потому что там своя специфика, очень камерное пространство, очень близко актеры работают с детьми, и дети сами участвуют в спектакле. В некоторых, Поэтому, да. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. Спасибо вам огромное. Я хочу пожелать, чтобы все было исполнено в тот срок, который вам пообещали. Да, чтобы да. обязательно театр кукол распахнул свои двери к 450-летию, чтобы это все произошло в те сроки, в которые было запланировано, чтобы музей обязательно был. Спасибо. Спасибо. До Спасибо. встречи. Да.